Добрый день, дорогие ребята, учащиеся школы Дары. Сегодня я хочу познакомить вас с книжно-иллюстративной выставкой, посвященной Дню независимости Республики Казахстан. Этот праздник мы ежегодно отмечаем 16 декабря. Наши славные символы – это флаг, герб и гимн. 4 июня 1992 года были приняты законы о государственном флаге Республики Казахстан, о государственном гербе Республики Казахстан и о музыкальной редакции государственного гимна Республики Казахстан. Нурсултан Назарбаев, Мәңгілік ел, годы равные векам, эпоха равная столетиям. За годы независимости Казахстан прошел величайший путь. Было очень тяжело, трудно, но мы это все преодолели. На основе национальной валюты мы создали успешную современную финансовую систему. Сильная президентская власть, двухпалатный парламент, профессиональное правительство стали прочной гарантией необратимости реформ. Эта книга поможет осмыслить эпохальные перемены в жизни страны, величие пройденных ею лет и огромный потенциал развития нашего народа будущего. Назарбаев Нурсултан Абишевич, основатель независимого государства. Книга рассказывает о неординарной личности, о первом президенте Республики Казахстан, Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, который от простого парня из сельской семьи вырос до выдающегося государственного деятеля мирового масштаба. Летопись независимости, том 1, 1991-2000 годы. Эта летопись – настоящая хроника нашей независимости. В этом многотомнике приводятся указы, законы, распоряжения, подписанные первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и направленные на формирование и укрепление государства. Раскрываются исторические процессы, связанные с созданием вооруженных сил, обеспечением национальной безопасности, вводом национальной валюты. Нурсултан Назарбаев «Евразия Чурегэнди». Эта книга написана нашим первым президентом о нашей северной столице, которая 10 декабря 1997 года получила статус северной столицы. Путь к конкурентоспособному образованию. Важнейший фактор успешного развития независимого государства – это качественное образование. В одном из своих посланий наш первый президент сказал о том, что главным критерием успеха образовательной реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию, может стать востребованным специалистом в любой из стран мира. В 1996 году по его инициативе был создан научно-практический центр «Дарын» при Министерстве образования и науки Республики Казахстан, а затем были организованы и школы Дарын, в одной из которых вы сегодня учитесь. Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Днем независимости Республики Казахстан. Приглашаю вас прочитать вот эти и другие книги о нашей независимости. На просторах интернета, набрав в поисковике Google «Книги о независимости Республики Казахстан», вы их можете найти. Также вы можете набрать слова «электронные библиотеки Республики Казахстан», и вам выйдут сайты этих библиотек.